Апсны. Страна души, земля, которую не покорила ни одна империя, и которая покоряет каждого, кто ступил на нее. И не право, правильно? Это просто жесть. Это Экстрим Тур. Правила простые. Ведущий Хамидан берет героя и ведет его по маршруту, о котором он не знает ничего. А куда мы идем? Там какая-то кофейня. Ее герой Наур Гармелия, кинорежиссер, человек, который привык контролировать каждый кадр. Сейчас мы увидим красивое падение Наура. В Экстрим Туре нет дублей. Есть небо, Это должен попробовать каждый. скалы, Можно я сдамся? ледяная вода и адреналин, который бьет по нервам кувалдой. Смотри, какие у меня ссадины. Все, это был первый и последний съемочный день. На маршрут выходит один человек, Можно я выйду, пожалуйста? возвращается другой. Ну, мне на самом деле нравилось. Он смог, а ты бы смог? Экстрим Тур Абхазия. Держись крепче. Сухум – столица Абхазии. Город, которому почти 3000 лет. Абхазия – страна размером с Кипр, но внутри 200 с лишним рек. Больше 1000 пещер, 4 климатические зоны и одна главная истина. Эту землю никто и никогда не покорил. Посмотрите вокруг. Идеальная картина. Теплое море, пальмы, неспешные разговоры. И для 90% туристов Абхазия – это зона абсолютного комфорта. Но за этими пляжами, фасадами скрывается жесткий, дикий мир, в котором нет сценария. И именно туда мы пригласим нашего героя, который привык, что все идет по его сценарию. Привет, Наур. Привет. Доброе утро. Наур Гармелия, 35 лет. Режиссер, актер, сценарист. Родился в селе Губ Ачамчирского района. Уехал учиться в кино в Петербург к Сергею Снежкину. Снял «Мост», «Братьев», «Последнюю цену». Как актер сыграл в картинах «Меня зовут Махас» и «Я хочу тебе что-то сказать». А теперь еще и креативный продюсер фильма «Абхазское вино». Всю жизнь снимал драмы. Сегодня Абхазия снимает драму про него. Добро пожаловать в мой экстрим-тур. Я в стойку могу встать, я готов. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Артзинба. Точка, откуда начинаются настоящие приключения. А это взлетная полоса почти 4 километра стали и бетона. Способна принять даже самые тяжелые лайнеры планеты. Когда-то это была настоящая воздушная артерия. До 5000 пассажиров в сутки. Годы тишины остались позади. И именно отсюда стартует наш путь. Туда, где заканчиваются любые дороги. Многие люди привыкли все контролировать. Они думают, что экстрим — это просто красивая картинка для соцсетей. Но когда перед тобой возникает ревущая многотонная машина, иллюзии заканчиваются. Наур, первая локация прямо по курсу. Я думал, это будет УАЗик какой-нибудь, а тут целый вертолет. Добро пожаловать в реальность, Наур. Там, куда его сейчас забросят, нет дорог. Туда не проедет ни один джип. Я тоже не знаю. Мне не нравится уже. Инстинкт самосохранения бьет в набат. Прямо сейчас его мозг понимает самую страшную вещь. От него больше не зависит ничего. Наур, ты в очках, потому что тебе страшно, да? Сними и покажи людям глаза. Да не страшно мне, просто глаза красные, я не выспался. Городская привычка прятать глаза за стеклом, когда земля уходит из-под ног. Но здесь, на высоте птичьего полета, над диким Кавказским хребтом, эти дешевые трюки не работают. Ты знаешь, куда мы? Курс на Мамзышху. Высота почти 2000 метров. Там, на абсолютно диком, обдуваемом штормовыми ветрами хребте, Хамидан приготовила для него первое испытание. Я на это не подписывался. Ты уже подписался.
А где договор? Где договор? Добро пожаловать в мир Экстрим Тур. Если ты шагнул на этот борт, ты уже принял правила игры. Локацию, которую мы тебе покажем, наверное, она будет в списке лучших локаций, которые ты видел. Десятки километров непроходимой тайги. Здесь нет связи, нет запасных площадок. Если что-то пойдет не так, садиться просто некуда. Только скалы и бесконечный лес. Наур, вот наша локация. Это просто жесть. Точка невозврата пройдена. Вертолет улетел, забрав с собой последнюю связь с цивилизацией. В горах тишина бьет по ушам сильнее любого шума. И именно в эту секунду мозг человека начинает паниковать. Чтобы защититься, он цепляется за привычные городские мысли. Слушайте внимательно. А куда мы идем? Там какая-то кофейня с видом на море, наверное. Потрясающе. Он находится на диком хребте, где погода меняется за 10 минут, а в кустах можно встретить дикого зверя. Но его мозг все еще заказывает капучино. Это классическая стадия отрицания. Ему кажется, что это просто загородная прогулка. Что ж, пора ломать этот сценарий. Наур, смотри, какая красота открывается. Мы находимся сейчас на смотровой Мамзышха. Вот она, та самая красота. Гора Мамзышха. Зона альпийских лугов. В ясную погоду отсюда видно все побережье. От Сухума до Сочи. И увидеть настоящую Абхазию. Абхазию с высоты птичьего полета. Нашим героям помогут вот эти 3 человека. Виталий Цыплухин. 20 лет в небе. От Кавказа до Гималаев. Больше 10 тысяч пассажиров поднял воздух. И каждый спустился другим человеком. Сегодня в его руках Хамидан. Максим Зуев. 18 лет полетов, прыжки по всей планете. Он умеет главное – передать небо другому. С ним даже первый прыжок перестает пугать. Проверим на Науре. Алексей Уфимцев. 3000 часов в воздухе, сотни маршрутов. Знает, где искать виды, от которых захватывает дух. Сегодня он берет в небо нашего оператора, чтобы вы увидели этот полет изнутри. Наур, ты готов? Да, вроде бы. По лицу Наура видно, ему страшно. Он держит лицо, но адреналин сейчас бьет по его нервам кувалдой. Они стоят на самом краю пропасти и сейчас делают шаг в полную неизвестность, чтобы прорваться сквозь облака и увидеть то, от чего останавливается сердце. Пошли, пошли. Первая ушла. Теперь очередь Наура. Вот она, Абхазия, которую не видит почти никто. Внизу дикий, нетронутый океан леса. Ради этих секунд люди учатся летать десятилетиями. Наши герои получили это с первого прыжка. Идем над облаками. Супер! Какой вид открывается! Это должен попробовать каждый. А вы как полеты считаете? Как у вас там? Часы, да? Вот сейчас у нас полет 20 минут там плюс. И 20 минут в копилочку потом, да? Наур час назад требовал договор, а сейчас висит в километре над пропастью и берет интервью. А где учиться вот сделать? Тренажер какой? Хорошее место — это Пятигорск, Люцан. Там мы летают, да. Здесь как бы Гагра — это такое очень специфическое, сложное место для старта. Старт очень такой непростой, так скажем. Нам туда прямо в это облако. Есть вещи, которые невозможно описать словами. Можно только почувствовать. Полет сквозь облако – одна из них. Класс. Летать можно круглый год? Или это летний только сезон? Да, я зимой летаю. Сейчас не бойся, хорошо?
Я постараюсь не бояться. Ну что, ты управлять будешь? Конечно, давайте. Смотри, вот эти штуки я их парил с управлением. Ага. Вот. То есть ее нужно будет лево-право, когда я буду говорить, или две Только? сразу. Ага. А это тоже, да? Да. Делаем поворот вправо, Вправо. тянем правую. Ага. Ой, Работает? найс. Работает? Наверное. Так, прямо. Супер. И... Влево? Так, давай еще вправо. Правую тяни чуть сюда. Ага. О, Ой, класс. Есть. все. Отлично. Я управляю парапланом. 20 лет опыта Виталия против 5 минут опыта Хамидан. Очень нужно будет быстро среагировать и потянуть, уйти от скалы вправо. Право? Да. Скальный массив. Ошибись она на секунду, и пилоту придется исправлять, если успеет. Так, я готова. Тяни право. Тяни право. Право тяни. Чисто. Реакция как у профи. Виталий, кажется, нашел себе ученицу. А вы по компасу, да, ориентируетесь? А, сейчас? Это в тумане, да, надо? Да, это компас и GPS у меня, видишь, справа. Ой, как круто. И вот награда. Небеса пройдены, и мир раскрылся. Берег, море, вся Абхазия как на ладони. От гор до самой воды. Увидеть свою землю вот так – мечта каждого. И у них она сбывается прямо сейчас. Ну, какой бывается вид. Спираль. Центробежная сила. 18 лет полетов у пилота. О, это удачивает. Да. Да. Пакет. Отработанная технология. Давай у меня под рукой будет, а камера у тебя. Последние минуты полета. Под ногами вся Гагра. Горы, упирающиеся прямо в море. Небо свое они отлетали. Пора возвращаться на землю. Оп, на ножки. На ножки, на ножки, на ножки. Класс, супер. А как ты управляла, а? Ну, вы там как крутили все. А полетик-то был Здесь, да, очень. Все, это был первый и последний съемочный день. Ну, вы там хорошо, конечно, раскрутили. Я думала, все, сейчас. У меня один вопрос. Зачем мне вот это все надо было? О, пойдемте к Хамидан. Ну, сейчас спросим, какие впечатления у Хамидан. У меня-то не очень хорошие. Я уже думал, когда мы приземлимся, меня укачало, я думаю, еще начал его крутить там. Я думаю, нет, все, завязываем. Приземлите меня на землю. Как себя чувствуешь? Мне надо воды попить. Это очень круто. А тебе как? Да, руки трясутся. Да, до сих пор. У оператора руки трясутся. Мне понравилось. Так это я его крик слышала, да? Я думала, что это ты кричал. Я один раз Никто не кричал. специально для вас, для съемок крикнул один раз. Один крик. Специально для съемок. Оцените самоотдачу нашего героя. Режиссер должен сидеть в режиссерском кресле и командовать, а не летать и ничего не контролировать. Сегодня ты не режиссер, и ты ничего не будешь контролировать. Небо-Наур прошел. Вот только Хамидан не из тех, кто дает отдышаться. Поэтому экстрим-тур продолжается. И там, за хребтом, героя ждут уже те, для кого дороги — это просто рекомендация. Наур, ты покорил небо, сейчас тебя ждет бездорожье. Нет, мы только на землю ступили. Можно мы кофе где-нибудь попьем Ни хотя в бы? коем случае. Кофе отменяется. Вместо капучино — открытый багажник УАЗа. Мы в багажнике будем ехать? Конечно. За рулем те, кто знает эти дороги наизусть. Алмазхан Лейба прошел войну, с 2000-х поднимает туризм страны. Алхас Аджба 15 лет влюбляет гостей в Абхазию, страну души.
А мы через мост поедем, да? Классно. Я только в себя немного пришел после параплана, и вот опять вот это вот. Очень впечатляющий маршрут. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь лежал асфальт, но асфальта, видимо, не будет. А нет нормальной дороги на Рицу? Мы Не же было? специально Она же тебя есть там, выбрали где все эту дорогу. туристы Это катаются по неинтересно. ней. Может, все-таки кофе попьем где-нибудь и разойдемся? Я сделал один необдуманный поступок. Вот согласился сниматься у вас. Кажется, застряли. Правило в горах простое. Река остановила, выходи и толкай. Аккуратно, аккуратно. Супер! Ура! Дай 5. Это я все, это я вытолкнул. Конечно. Утром он покорил небо. Днем вытолкнул УАЗ из горной реки. Босиком. Сам Наур считает в одиночку. Не будем спорить. И что, едем дальше? Может, все-таки не надо, может, все-таки остановимся по-хорошему. А дальше горы будто сжалились. Юбшарское ущелье, каменный коридор. Стены на сотни метров. Наур просил асфальт? Получите. Впереди Рица. А, наконец-то выехали на нормальную Смотри, асфальтированную какая дорогу. красота. Стартовали в солнце, приехали под облака. Озеро Рица, 950 метров над уровнем моря. Глубина 116 метров. Возраст всего 250 лет. Однажды гора Пшегишка рухнула и перегородила реку Лашипсы. Так, за одну ночь родилась Рица. Наука говорит обвал. Легенда говорит красавица Рица. 3 брата и меч, брошенные мимо цели. Посмотрите на эту воду. И выберите сами, во что верить. Получается, он меч бросил вон туда. Как его звали, старшего брата? Чигищка. Вот она, разница. Туристы видят Рицу с парковки, с кафе и сувенирами. Наши герои вышли к ней там, где нет никого. Только вода, горы и тишина. Ради таких мест и стоило проделать весь этот путь. Видишь эти горы? Ага. Как у тебя со скалолазанием? Очень плохо. Ни разу не лазил. По скалам? Вот сегодня ты попробуешь. Бзыбское ущелье, сектор Акалара. Отвесная скала, маршрут 16 метров, категория 4А. Наур не готовился ни дня. Человек, который утром боялся шагнуть с обрыва, сейчас узнает, что такое вертикаль. Наур, вот мы подошли к подножию горы, о которой я говорила на Рице. Тимур, подскажете? Это место само называется Акалара. Здесь пробиты 16 маршрутов разной степени сложности. Это слишком просто для Наура. Здесь вопрос даже не в высоте пролаза, а в сложности, чтобы были зацепы. Тимур Тванба, руководитель Федерации альпинизма и скалолазания Абхазии, старший научный сотрудник Рицинского нацпарка. Больше 10 лет он изучает лавины и читает склоны как открытую книгу. Восстанавливает альпинистские маршруты советской эпохи. Своими руками возвращает горам их историю. Летом водит группы. Зимой — скитур и фрирайд. Для него горы — это диалог. Сегодня он научит этому языку наших героев с нуля. Давайте тогда оденем обвязки. Если что, Наур подстрахует. Поймает даже. Это я не обещаю. Запомните, джентльмен — это тот, кто честен с дамой заранее. Наур, так как мы с тобой на время будем подниматься, видишь, я тебе уступаю, выбрала удобную обувь. Фору даешь. Да. И обязательно каска. То есть настолько, да, все серьезно? Конечно. Главное, чтобы не болталось. А у тебя Мы с готовы. камерой будет. Самая красивая каска. Ну что, наверх? Давайте, Готовы? мы готовы, да. Да, давай. Давайте за мной. Но я бы лучше кофе попил все равно. 20 метров тропы и шутки закончатся. Акалара не прощает самоуверенности. 15 метров — это звучит просто, пока стоишь внизу. Наверху цифры перестают иметь значение. Там остаются только пальцы, зацепы и страх, с которым ты либо договоришься, либо нет.
Кто из вас первый полез? Я покажу, как это нужно Я могу делать. вообще не лезть, если что. Нет. Не лезть не получится. Смотри, есть здесь 3 полоски. Простая полоска, левая, чуть интереснее по центру, и сложная с правой стороны. Я по левой пойду. Все это не нравится. Я дам тебе мешочек магнезии, чтобы руки не потели. А вот с такими ногтями нормально? А можно и без веревки лазить с такими ногтями. А мы серьезно на время ты ходишь? Вот. Да. Так я Как же вы веду. думаете, за сколько? А можно я сделаю с вами селфи? Да, конечно. Давайте. Перед стартом инструктор решил сфотографироваться. Просто так, на память. Ну что, готово? Да. Да, не торопись, ты все Я равно не держу. выиграешь, поэтому спокойно. Сейчас посмотришь. Готово? Без суеты. Старт. 5 минут назад она обещала показать, как это делается. Скала услышала и приготовила экзамен. За что тут держаться? За что? За что? Главное, смотри, куда ноги ставишь. Я не хочу уже. 6-й метр, а ноги уже голосуют против. Но Хамидан – ведущая экстрим-тура. Разворот программы не предусмотрен. Давай, давай. Тебе легко. Я верю в тебя. Все, у меня ноги не идут. Сейчас самое Так, сюда. интересное место. Так что старайся продумать. Я Мы- сейчас не могу думать. Я еле-еле держусь. Не бойся, если что, я тебя подстрахую. У меня отключился мозг. Мозг отключился. Осталось то, что не отключается – характер. Старайся не пересекать основную веревку. Сейчас. Шаг сделай. Либо я пойду наверх сейчас, либо я упаду вниз. Осторожнее. Это вот. Вот он, срыв. Она сама сказала либо наверх, либо вниз. Если что, подстрахую, обещал Тимур. Если что, наступила. Хамидан чуть не упала, но она боец, и она продолжает. Этот шаг либо на вершину, либо вниз. Давай, давай. Второй срыв. Скала проверяет ее на прочность. Зря старается. Осторожнее, осторожнее, Хамидан. Блин, слишком. Чуть передохни. Это не лучшее место для отдыха. Но... Ой, прижавшись к скалам, Да. идеально. Ты же на время хотела поспорить, кто быстрее. Как будто бы у тебя шансов все меньше и меньше. Осторожно! Да, повезло. Не поцарапала! Немножко. Неужели устала? Ссадины на руках, 40 минут на стене. Смотри, если устала, можем спустить тебя. Ни в коем случае. Мы идем до конца. Еще чего не хватало, чтобы Даур выиграл. Давай, давай, меньше говори. Еще немного осталось. Самое сложное позади. Все, почти, почти. Еще немножко. Все, я это сделала. О, гад. Дай 5. Еще не соскользну. О, не сорвись. Еще чуть-чуть наверх. Ты уже наверху? Давай, конечно, помогу. Подожди, держи. Ощущение. Кайф. Кайф? Было страшно. Я думала, я сорвусь, но пока я держусь. У меня руки трясутся. Да, и 5 еще раз. Так держать. Все. Ты устала? Я устала, я не могу говорить. Ой, я еле-еле держусь, у меня руки трясутся. Как твоя? Ранение. Вот что делает скалы. Я думала, что я буду контролировать и все, но потеряла контроль, и вот результат. 15 метров, 2 срыва, кровь на ладонях и ни одного шага назад. И еще запечатлим вот такое видео.
А тебе слабо, Наур? А? Так, мне нужна фотография. Здесь вот так. Мы это сделали. Дай 5. Все, и мы пошли красиво назад. Давай, аккуратнее. Вот так нужно спускаться, да? Наверх 40 минут и 2 срыва. Вниз 1 минута и походка победительницы. Что, кто кого? Красиво, да? Красиво? Не, ну что ты можешь как будто бы. Наур, ну что? Посмотрим на тебя. Я победила. Ты признаешь свое поражение? Скажи четко, Хамидан. Нет, я не признаю никакого поражения. Сейчас я надену свои. Смотри, какие у меня ссадины. Мои руки. Она свое слово сдержала. Теперь очередь Наура. Правая трасса самая сложная. Он сам ее выбрал. Почти. Меня бы на съемках оператор забрался. Сколько вас здесь? 6 человек? И ни один не забрался. Твои операторы шаг бы не сделали. Да, у меня Да. просто операторы лучшие на свете. Не в обиду вам, конечно, ребят. Мне кажется, как будто бы не так страшно, как этот параплан, которым ты ничего не контролируешь. А тут хотя бы Здесь я, еще страшнее. мои руки, мои ноги. Ну и, конечно, инструктор. Так, сейчас самое главное. Я снимаю очки, это самый главный момент. Очки снял. Готов. Запомните этого уверенного человека. Ты только плакать там не начни, хорошо? А то твои слезы нас утопят. 2,5 я там. Я вижу страх в твоих глазах, Наур. Все, спасибо. Давай. Встретимся никогда. Время пошло. Сейчас мы видим красивое падение Наура. Наур, только не заставляй меня ждать, хорошо? Да, я сейчас мигом. Вроде бы. Что-то ты очень медленно идешь. Вот что-то Очень медленно. не так просто, Инструктор как по оказалось. падению в деле. Это ж легко, Наур. Не Так особо. расплюнуть. Все, по-моему, достаточно я поднялся. Было Тарик, хорошо, давай быстро. крикни, Хамидан, ты Всем победила. понравилось. Сколько уже времени прошло? Он минут 15 Я что-то уже, передумал, я кажется. не буду справа, потому что это слишком Наур, уже сложно. минут 15 прошло. Я пойду по простому маршруту. Сложный маршрут внезапно стал слишком. Первая уступка сделана. Прошел час. И Наур на том же месте. Если надо будет отдохнуть, скажи, я подтяну веревку, чтобы руки отдохнули. Не надо обратно. У него сильные руки. Камидан, ты вот так поднималась? Она игнорирует меня специально. Наур, тебя не слышно. Я застрял. Мы не слышим, громче. У Зачем? тебя все хорошо там, да? Она слышит. Она все прекрасно слышит. Долг платежом красит. Слева зацепы. Наур, Тимур кричит справа, справа. Я все слышу слева. Мне надо отдохнуть немножко. Давай подтянуть тебя. Спасибо. Можешь откинуться назад. Встань на ноги. Тимур, вы мне слишком Так? помогаете. Вы мне так не помогали, это Время-то нечестно. идет. Я просто, я в тупике, я не знаю, что делать дальше. Давай чуть подниму тебя. А что мне делать при этом? На Просто ноги вставай. На ноги? Да, упрись ногой, левую полку ищи под левую ногу. Все, нормально вроде сейчас. Сейчас пока Под вроде... веревку не залазь. Либо ты признаешь поражение, либо Тимур тебя отпускает. А мы на монтаже можем сделать, что я за 2 минуты поднялся? Да. Если я очень хорошо попрошу режиссера. Но страховка-то у Тимура, а Тимур ближе ко мне. С Тимуром тоже договоримся. Итак,
Наур предлагает режиссеру сделку. Смонтировать так, будто он поднялся за 2 минуты. Как думаете, режиссер, который обожает экстрим, сжалится и все склеит красиво? Или даст вам досмотреть его мучения целиком, до последнего метра? Продолжаем смотреть. Наур, нам тут кофе принесли горячий. Не хочешь? Тимур, если вы у меня простите путь, я вам квартиру Хамидан могу подарить. Не снимай это, пожалуйста. Не надо улыбаться. Ничего смешного не происходит. Фу, ну пошли дальше. Не снимай это, пожалуйста. Мы подумали, сняли. Наур, это дождь или твои слезы? Это пот. Со стороны кажется реально вот, как будто это было очень просто. У меня уже нету сил. Сложно это позади, а силы не прибавляются. И что, надо сюда мне забраться? Да. Прям встать надо? Взяли бы, да. Ой, я не смогу. Можно я сдамся? Нет. Хамидан! Можно я сдамся? Я сдаться могу? Конечно. Давай с вершины крикни: Хамидан, ты победила. Я сдаюсь. Все, у меня уже еще жмут эти чешки, или как они называются. Просто ноги просто такие вот. Давай еще рывок. Все. Можно мне кофе принести? Он тебя ждет наверху. Я вижу, что у тебя за спиной. Раф на Кокосовом на отвесной скале? Заказ принят не был. Режиссер сказал, что смонтировать, но подняться-то надо все равно. Технично и быстро. Мы можем его уже не снимать, вы можете все прекращать съемки. Сначала показалось, что это проще всего будет. Параплан. Оказался, все, у меня язык заплетается. На параплане, в общем, ты ничего не делаешь, у тебя инструктор прицепил и летишь себе спокойно. А здесь надо своими руками, ногами. Я-то в деревне вырос, мальчик деревенский. По скалам лазил, но это было давно и не по таким крутым. В общем, я опростоволосился. Ну что, бывает, попробуйте кто-нибудь, если у вас получится. Желаю удачи. Все, встретимся внизу. Встретимся внизу. Надеюсь. Что делать надо? На ногах иди! Оттолкнись от скалы! Встань на ноги! Наур, ты признал свое поражение? Подожди ты со своим поражением, мне надо Кто спуститься. умница? Я отменяю, я уже внизу. Моя красивая победа. Давай, откидывайся назад. Вот, давайте мы вот так сделаем. Смотрите, я победила, он проиграл. Так что это приятно. Держите его так, пожалуйста. Чуть левее. Наур, ты поздравишь меня с моей победой? Скажи. Сейчас Ты ты меня победила, поздравляешь? да, я признаю. Четче. Давай четче скажи. Я признаю свое поражение. Скала взяла свое. 1-0 в пользу ведущей, но день еще не окончен. Слышите этот гул? Бзы. Она ждала. Несколько километров вниз по ущелью, туда, где Бзып сливается с рекой Гега, именно оттуда стартуют сплавы по одной из самых красивых рек Кавказа. Ледяная вода с вершин, пороги и быстрины. Вторая
местами третья категория сложности. На скале каждый был сам за себя. Здесь так не получится. Рафт один на всех, и река будет бить по всем сразу. У Наура остался последний шанс отыграться. Идем знакомиться. Наур, ты в рафте так же разбираешься, как в скалолазании, так же? Да, я с детства занимался И на рафтингом. этой локации у меня будет 2-0. Я думаю, что нет. Я пловец, я могу против течения, как форель. Ну, сейчас посмотрим. Вот ты же на гору со мной не полез, поэтому сейчас пойдешь с нами плыть. И это не обсуждается. Это была последняя картинка с этой камеры. Наш оператор молча положил ее на землю и пошел за жилетом. А следом вся съемочная группа. Похоже, они решили своего оператора одного в эту воду не отпустим. Наур, это место старта. Отсюда мы отправимся. А куда и как нам расскажет Зурик. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем с того, как нужно сидеть. Знакомьтесь, Зурик Лагвилава, инструктор. Бзыт для него не стихия, соседка. Те, кто сидят на баллоне, копчиком упираемся в поперечную трубу, одну ногу ставим пятой на угол трубы, вторую суем в стремя. Что такое стремя? Это ваша страховка, то, что вас будет держать все это время на катамаране. Ногу из нее не вытаскиваем. Если у кого-то какая-то будет проблема, обращается к инструктору, он скажет, где можно ее вытащить и как. Посмотрите на эти лица. Час назад эти люди смеялись, держа камеры. Сейчас не смеется никто. У нас есть 3 самые основные команды. Первая команда все вперед. То есть те, кто с веслами. Верхняя рука на ручке, нижняя 20-30 сантиметров от лопасти. По этот же уровень по лопасть опускаем весло в воду. Команда вперед, наклоняемся корпусом вперед и выгребаем назад. То есть перед ногой опустили весло вдоль борта, гребем, за спиной вытаскиваем. На уровне бедра режем и обратно в воду. Ледяная вода с вершин, течение, которое не остановить веслом. И экипаж, половина которого впервые в жизни держит весло в руках. Но это команда экстрим-тура. Они знали, куда шли. У нас есть левый борт, есть правый. Соответственно, будут команды левый назад, правый вперед, либо наоборот. Дали четкую команду левый назад, правый без команды автоматически гребет вперед. Сказали правый назад, тогда левый вперед. Делается для того, чтобы быстрее развернуть катамаран. Руками за раму, за доску. Никто не держит, у всех есть лямки, которые вас держат, и есть веревки по бокам для тех, кто без весел. В случае переворота или кто-то вылетит, ничего страшного в этом нет. Все слушаем дальнейшую команду инструктора. Он скажет, что надо делать и как. Главное, без паники, как на корабле «Титаника». Вопросы есть? Вопросов нету. Спасибо, до свидания. В случае переворота здесь это не оборот речи. Это сценарий, который река разыгрывает регулярно. Так, те, кто у нас с веслами, весла сразу возьмите, чтобы они были у вас, чтобы мы потом знали. Половина команды экстрим-тура сегодня по эту сторону камеры. В одном рафте с ведущей и ее героем. Потому что так устроено это шоу. Здесь нет наблюдателей. И, кстати, этот маршрут может пройти любой из вас. Как и все, что вы видели сегодня. Маршрут выбираете сами. Ссылки в описании. Дальше командует только один человек. Так, ребята, все наготове. Все назад. Все назад прибудь. Все назад. Левый назад, правый вперед. На берегу остается только режиссер. Он убежал с Саидом, лучшим коптерщиком этих гор. Их дрон будет вести экипаж сверху, глазами орла. Левый назад, правый вперед. Быстрее, быстрее. Давай. Другую сторону еще. Левый назад, правый вперед. Быстрее. Быстрее. Миша, молодец. Все, вперед. Гребем отсюда. В другую сторону. Пока не дам команду отдыхать, никто не отдыхает, а я не дам. Вы видели это лицо? Наур только что понял, весь день он думал, что самый жесткий режиссер здесь он. Познакомься, Наур. Зурик – хозяин этой реки, и его площадка отдыха не знает. Раз, лопасть в воду. Чем глубже, тем лучше. Все как в жизни. Чем глубже, тем лучше. Все как в жизни.
Запомните эту фразу. Бзип сегодня еще заставит каждого проверить ее на себе. Саня! Правый назад, левый вперед! На волну! Я вперед! Вперед, вперед, не назад, левый впереди, вперед! Наур прямо под голосом Зурика. Каждая команда инструктора ему в ухо. Река еще спокойна, а он уже нет. Форель что-то почувствовала. Ребят, передний, левый, правый, создайте синхронность на счет раз весло в воде. И задний повторяет за передними. Камеры не передают этого. На экране просто волны. Красиво, безопасно, как в кино. А теперь посмотрите на лица. Ледяная вода, катамаран, который перестал слушаться, и рев, в котором команда инструктора долетают через раз. начинается. Слышали этот смех? Запомните его. Так смеется человек, который весь день был охотником. И вдруг понял, что река не смотрела его выпуски. Если мы не вернемся, все плывут, стараются на правый берег. 10 минут назад наш оператор положил камеру на землю и взял весло. Наур продержался со своим 1 минуту и решил, что обмен должен работать в обе стороны. Режиссер передал весло, но смотрите на его лицо. Что это? Кажется, впервые за день он и сам не знает ответа. Вот и началось, давай быстрее! Правый назад, левый вперед, быстрее! Правый назад, вперед! Я вперед, быстрее! Правый назад! Правый назад! Вперед! Вперед! Не знаю! Все здесь! Отдыхаем! Посмотрите на нашего героя. 20 минут назад на берегу он сказал: «Я пловец, могу против течения, как форель». Река услышала и приняла в свою стихию целиком. А теперь посмотрите на лицо за его плечом. 4 порога, 10 человек, стена воды. Для Зурика это просто рабочий день. Господи, быстрее! Еще быстрее! Давайте все. На скале они соревновались друг с другом. Река заставила всех грести в одну сторону. Но Бзип так просто не отпускает. 4, 3, 4! Правый назад! Правый назад! Все назад! Миша, включись! Метр. Ровно столько Бзип оставила между лодкой и стеной. Река проверила экипаж на прочность и приняла ответ. А фразу «Миша, включись» эта команда теперь заберет с собой навсегда. На самом деле, что можно, в принципе, рассказать про эту речку? Ее длина 116 километров, идет она от столицы Супундой по горным плитам и уходит в Пицундлак на берегу. Вода такой цвет имеет из-за того, что внизу большое количество ила и от него отсвечивает. Плюс еще прошли дожди, немножко нам мутновато. Так, в принципе, полностью прозрачно она не бывает, потому что внизу большое количество ила и от него отсвечивает. Здесь много разной рыбы, например, как форель, гусач, чернофлюс и так далее. Кто разбирается в рыбе, должен знать и понимать, что форель живет только в экологически чистой воде. Эта вода таковой и является. Ущелье раскрывается, вечернее солнце, изумрудная вода. Именно в такие минуты новички расслабляются. Река это знает и умеет ждать. Так, чтобы вы понимали, течение этой речки, что она может. Ее глубина достигает от 20 сантиметров до 12 метров. Прямо если посмотрите с правой стороны, увидите камень. Это не просто камень, это была опора бывшего моста. Все вперед! Здесь течение сносит мосты и съедает дороги. И при этом в этой воде живет форель, а форель живет только в абсолютно чистой воде. Вот такая эта река, с кристальной душой. Вслушайтесь.
Тот же крик, что на первом пороге, только страха в нем больше нет. Эта команда с утра шла одним целым по земле, по воздуху, по скалам. Река просто дала им прокричать это хором. Красота, куда ни поверни голову. Вода цвета неба, свет уходящего дня. Наша ведущая за весь сплав не сказала почти ни слова. А зачем? Посмотрите на ее лицо. Есть моменты, которые ведущие не комментируют. Их просто проживают. А вот впереди этим, перед нами висячий мост. Этот мост наша команда уже видела. Сегодня утром они проезжали по нему на джипах. Круг замыкается, а на мосту наши, режиссер и оператор дрона. Они сегодня не гребли, они работали, чтобы вы все это увидели. И судя по тому, как долго они провожают лодку камерами, они бы поменялись не глядя. Название своей программы эта команда произносит только так. А воспаление ножки скатилось так раз? Это бонус. Это бонус. А на корме тем временем созрело решение. Весло он отдал перед первым порогом. Забрал сам. Место лучше не придумаешь. На корме, под рукой у человека, который на этой реке 40 лет. Помните, что живет в этой реке? Форель пошла против течения. Ребят! Ребят! Правый назад, левый вперед! Быстрее! Ребят! Ребят! Я вперед! Стойте! Ребят! Финиш уже слышно за поворотом. И в лодке становится тихо. Никому не хочется, чтобы маршрут заканчивался. Зурик, человек, которого этой рекой не удивишь, сегодня улыбается. Инструкторам понравилась эта команда. Взаимно, ребята, взаимно. Нам понравилось. Да, это было хорошо, брат. А наш герой заговорил о чувствах сам. Утром в эту экспедицию сел режиссер, человек за камерой, весь в работе. Вечером в лодке сидит другой Наур, открытый, живой, счастливый. И это не река его изменила. Когда вокруг такая команда, такие горы и такие люди, раскрывается любой. Рафт с реки уносят все вместе. По-другому он и не выносится, слишком тяжелый для одного. Эта команда была одним целым с самого утра. Но у каждой команды есть день, который скрепляет ее уже навсегда. Кажется, это был он. Слово героя. Не, вот это было круто, мне понравилось. Это пока лучшее, наверное, что было. А в отличие от скал. Это Дима оператор. Это он кричал, мама, не я. Запомните этот день. День, когда Наур чуть не заплакал от счастья. Свидетелей 10 и одна река. Ну, короче, мне понравилось. Отстаньте, спасибо. Все, он все отлично сказал. Нет, я ничего не буду говорить, чуть не плакать не начала. Но это было классно. День сделан. Небо, горы, скалы, ледяная вода. Все позади. Осталось последнее. Река Гумиста. В переводе с абхазского «возьми мое сердце в свое ущелье». И это не поэзия ради поэзии. Посмотрите вниз и попробуйте не отдать. Она рождается там, где сливаются две горные сестры. Западная Гумиста и Восточная Гумиста сливаются. Ее питают ледники и дожди. И она несет эту воду к морю, между Новым Афоном и Сухумом. Эта река видела многое. 30 лет назад по ней проходила линия фронта. Сегодня на ее берегах мемориалы героям. И тишина, которую здесь умеют ценить как нигде. Привет. Анзор, мы очень голодные. Подожди, буквально пару минут. Магия монтажа. Все будет готово. Там и обыста, там и мясо, там и рыба, там и свежие вкусные локальные овощи. Кайфанем, с ума звучит сойдет. классно. Ждем.
А ты уверен, что у тебя это вот быстро получится? Потому что я правда очень... Конечно! Я ж лучший шеф-повар, ты чё? Я его боюсь. Посмотрите на этот стол. Все, что на нем лежит, родилось в этих горах и омыто водой этих рек. Форель речная, мясо мраморного тюленка, перцы, налитые солнцем, зелень, сорванная сегодня. Абыста. Кукурузная крупа падает в кипящую воду, как первый снег на вершины этих гор. И все это на берегу реки Гумиста. Анзор Качиев, 30 лет. Бренд-шеф родом отсюда, из Абхазии. Вы могли видеть его в «Молодых ножах» и «Битве шефов». На федеральных каналах он представлял кухню своей страны. И привык добиваться своего, даже когда все говорят, что это невозможно. Пацаны, дайте соль. Чеснок и соль, растертые в камне. Чеснок с солью не снаружи, а внутрь, и бечевка. Перцы прямо в угли. Мраморный теленок встретился с раскаленным чугуном. Один удар и прямо на мясо. Абыста. Это сердце стола. Вот и мясо. Перцы из углей. Форель с чесноком и укропом в самом сердце. Это и есть настоящая локальная кухня. Ребята, конечно, не 2 минуты, но чуть-чуть подождать. Да, не 2 пришлось. минуты, целая вечность. Так, держи. Стейк из мраморной говядины, запеченный перец, салат из свежей зелени, свежих овощей, форель речная, абыста, сыр копченый, сыр сулугун. Ничего не видно. Дима Малыга, где форель? Я ничего не вижу. Наумур, ты попал в мой И где экстремальный стол? проект. Свет! Где? Меню оглашено. Зал, берег горной реки. Освещение, огонь и звезды. Ужин подан. Ребят, присоединяйтесь. Попробуешь? А ты? Ребят, давайте. Нападайте. Это очень вкусно. Очень, очень. Отщипни рыбки. Давай, Прелесть. давай, давай. Давай, рука горит. Давай. Смотрите на этот стол. Здесь нет героев и группы. Нет в кадре и за кадром. Абхазский стол устроен просто. Если ты рядом, ты за столом. Это божественно просто. Знаете, что она сейчас чувствует? Бесподобно. Вкус экстрим-тура. Хоть я и делал вид, что мне все это не нравится, но мне на самом деле нравилось. И я рад, что режиссер уехал домой уже, поэтому можно выключать камеру. Вот так мы вкусно и интересно завершаем первую серию «Экстрим Тур». Встретимся во второй серии. Апсны – страна души. Здесь остались десятки диких нетронутых мест. И до каждого из них мы доберемся. Экстрим Тур еще вернется.